Самат Куштубекович, у вас есть вопросы к обращающей Вопросов нет. стороне? Нет вопросов. Уважаемые судьи, есть вопросы у вас? Пожалуйста, Кыркелди Джамилевич. Уважаемый Самат Аскарович, вот скажите, пожалуйста, в своем обращении вы отметили, что Верховный суд удовлетворил ходатайство о возобновлении производства по делу по вновь открывшим обстоятельствам, то есть по факту установления ложности показаний свидетеля, да? Однако суд не смог сослаться именно на те основания, но исходя из духа требований 451 статьи УПК, он все же оформил процессуальное решение на основе пункта 1 части 1 статьи 455, да? Да, уважаемый суд. В таком случае суд должен был отправить дело прокурору для организации досудебного производства, без отмены приговора суда. Как же было в вашем случае? И какова судьба уголовного дела и вашего подзащитного на сегодняшний день? Уважаемый суд, в данном случае получается дело после того, как Верховный суд вынес постановление, дело передали Генеральную прокуратуру, но в связи с обращением в Конституционный суд было заявлено ходатайство о приостановлении досудебного производства, передано Генеральному прокурору в связи с тем, что мы обратились в Конституционный суд. Понятно. Спасибо. Есть еще вопросы? Есть еще вопросы? Да, давайте. Самат Аскарович, Да? что вы все-таки оспариваете в данном случае? Вы в данном случае считаете оспариваемую норму, да, части первой. Вы хотели бы, чтобы Верховный суд должен был бы отменить свое решение и потом только отправить, да, на досудебное производство? Да, уважаемый суд, можно отвечать, да? Да. Если вернуться к Уголовно-процессуальному кодексу, который от 2017 года и вступил в 2019 году, то там получается статья 446, часть пункт 2 говорится, то, что суд удовлетворяет ходатайство возобновления дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам и отменяет приговора и передает, получается, передача дела в суд для нового рассмотрения, когда не требуется новое досудебное производство. Вот я думаю, в соответствии, вот если вернуться к тому кодексу, то суд должен был вынести такое решение. То есть вы считаете, сейчас нынешняя редакция оспариваемой нормы как бы в правом смысле неопределенная или как? Нынешняя редакция, я считаю, то, что вот именно часть 455 во втором пункте произошел пробел, то есть об удовлетворении ходатайства, о возобновлении дела по новым или вновь, если бы было словосочетание или вновь, то, думаю, было бы как бы законно. Суд бы смог принять решение на основании вот этих трех оснований. Но ввиду отсутствия, получается, данного словосочетания, суд пошел немного иным путем и, получается, удовлетворил ходатайство, но передал дело прокурору, не отменяя. В связи с чем и возникает также вопрос относительно, может ли прокурор организовывать досудебное производство, если судебные акты не отменены. Тоже такой вопрос, но он выходит за рамки ходатайства немножко. То есть, понятно, вы оспариваете в данном случае дефект, да, вот Да, этой нормы, да, пробел. а не, скажем, правоприменительную практику Верховного суда. Понятно. Как складывается, на ваш взгляд, вообще вот именно практика Верховного суда? Каким образом понимается и применяется вот оспариваемая вами норма? Вот в вашем случае он решил именно так, как прописано в оспариваемой вами норме? Верховный суд. Получается, да, уважаемый суд, в данном случае суд, но суд, когда вынес, получается, решение, они сказали, как законодатель написал, так мы и применяем, потому что пробел. Мы не можем выйти как бы за рамки. То есть каких-либо других решений, кроме того, как Верховный суд поступил в вашем случае, он не может принимать какие-либо другие решения, да, вот по, скажем, при рассмотрении дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Да, получается, вот в 455 статье как бы предусмотрен, что он имеет право выносить, вот по ним он и выносит же, уважаемый суд. Ясно. Хорошо. Присаживайтесь.